Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Я был призван на Дальний Восток. Служил на Дальнем Востоке 10 лет. Воевал я с японцами, с самураями. Выгоняли мы их с Сахалина, выгоняли мы их с Приморья, выгнали мы из Кореи. Вот. Все время они у нас там были, как говорится, под оружием. Вот. Там я служил. Военно-морская авиация, стрелок-радист. Били мы, колотили самураев. Так мы японцев называли. Они очень военные люди, очень проворные, невысокого роста люди. Вот. Вот я там прослужил 10 лет в морской авиации, стрелком-радистом. Самолет был МБР-2. Американский самолет был, амфибия, с завода «Каталин». Мы на них летали, мы на них служили. Приморье я знаю очень хорошо. Приморье очень красивое, хорошее место. Вот. Там вот особенно мне понравилась бухта Золотой Рог. Такая большая бухта, такая красивая. Кругом море, кругом река, кругом вода. У меня основное воспоминание, когда мы японцев гнали с Приморья, особенно они заняли Южный Сахалин, вот, и другие места. Мы их оттуда выгнали. Вот. И потом все время как-то они были у нас на надзоре, что ли, уж так можно выразиться. Вот мы когда-то Великая Победа была, как японцев мы шуранули, вот это для нас была Великая Победа. Я же не был на Западе, я же с немцами не воевал. Вот. А мы этих японцев шуранули с Дальнего Востока, где они там пристроились. Потом выгнали мы их с Кореи. С Кореи выгнали, они в Корею заняли, их из Кореи выгнали. И постепенно вот так мы это держали. А они держали связь с Германией. Связь держали с Германией. Даже во время Великой Отечественной войны немцы заявили, и японцы с ними связь держали. Они держали связь. Вот как только займет немцы Сталинград, так японцы пойдут с востока на запад. Ну, ничего у них не получилось, ничего у них не случилось. Вот. Мы так хорошо охраняли дальневосточную границу. Очень хорошо. Вот. Я, конечно, в окопах не был. Я служил в авиации, стрелком-радистом. Вот. Летал на самолете. Вот. Мы с самолета принимали военные действия. Где стреляли, где и бомбочки кидали. Вот такая у нас служба была. Наш первый начальник на Тихом океане был адмирал Кузнецов. Его, наверное, знают все. Потом он стал командующим военно-морского флота Советского Союза. Очень крепкий, очень хороший, очень деловой, и причем очень красивый адмирал. Я служил, один раз был в отпуску. Меня отпускали на 1 месяц ровно. За службу. За хорошую службу. За хорошую службу на месяц отпускали в отпуск. Вот я же говорю, у нас был командующий хороший адмирал Кузнецов. Он потом стал командующим Советского Союза, военно-морского флота. А Юмашев стал командующим Великого Тихого океана.
Я когда прибыл с армии, я жил и в Алагвате, жил и в Ишимбае, жил и в Зергане. А потом здесь вот был хуторок из бараков сделанный тут вот. Я там жил. Где попало жил, короче говоря. Где попало. В ГАТК жил. Вот. Я работал на строительстве. На строительстве. Всю свою трудовую деятельность я на строительстве работал. Работал я в управлении Су-18, 15 лет диспетчером управления Су-18. Потом меня направили в 3-й строительный район. Я работал на строительном механизме. Я работал на башенном кране, машинистом башенного крана. Числюсь заслуженный строитель. За это звание получали, уже не помню, небольшие деньги. Ежемесячно небольшие деньги. За это звание, за заслуженный строитель. Я сейчас этот документ отдал дочке. Дочка вот живет через дорогу. Она получает эти деньги, она там как хочет. Вот. Она мне помогает, то горячий что-нибудь готовить. Ну, естественно, приходит, порядок в квартире наводит. Она меня поддерживает. У меня 3 детей было. Саша, он умер. Витя, он жив-здоров. Вот. И Наташа, вот, которая через дорогу живет, дочь моя. Вот. Они, и Витя еще работает, и Наташа работает. Вот. Я только один дурака валяю. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.